Кыргызстане намерены развивать зеленую экономику. Один из проектов – налаживание связей между производителями саженцев плодово-ягодных культур, декоративных растений и цветов. В республике создана ассоциация питомников. Как юридическое лицо она намерена не только объединить фермеров со всех регионов страны, но и внедрять новые технологии. Далее сюжет об этом. Развитие плодово-ягодных культур, начинавшееся при содействии крупнейшего добывающего предприятия, с одного региона теперь увеличивает масштабы и объединяет весь Кыргызстан. В республике создается ассоциация питомников. Пока в нее вошли представители только 3 регионов, но организаторы рассчитывают на дальнейшее расширение. В рамках проекта будет создана единая информационная база для налаживания деловых связей и обмена опытом. Вступительный взнос 2000 сомов составляет, а членский взнос годовой 6000 сомов. Мы хотим работать не только частными фермерами, а также Министерством сельского хозяйства, также с другими донорами. Самое главное, чтобы развивать в нашей республике зеленую экономику. Создание ассоциации – один из этапов социального проекта «Карагат Плюс». Стартовал он в Иссык-Кульской области в прошлом году и показал себя вполне успешно. Для фермеров провели ряд тренингов, показали, как строить эффективные и недорогие теплицы и представили новые морозостойкие и высокоурожайные сорта смородины. Эта программа развития региона рассчитана на 3 года и финансируется компанией «Кумтор», которая выделила порядка $900 тысяч. В рамках ассоциации организаторы намерены привлекать также и других инвесторов и доноров. Есть потребность по всей республике, чтобы для них была тоже поддержка со стороны каких-то донорских организаций или проектов. Ассоциация как самостоятельная юридическая организация, они могут обращаться к тем же Кумтор или другим донорским организациям. По словам специалистов, за последние 20 лет создание ассоциации питомников – значительное событие для всей сельскохозяйственной отрасли. За многие годы саженцы и посевной материал практически не обновлялся. Завозить новые культуры из-за рубежа стало многим не по карману. И не факт, что саженец смог прижиться без должного подхода. За счет объединения только расширится наш ассортимент. Например, там же в Иссык-Кульской области то, что у меня не было, плодовых культур, там, косточковых, семечковых, были у них. И мы уже начали, получается, сотрудничали вместе. Организаторы надеются, что в рамках ассоциации это сотрудничество будет успешно развиваться. Тем более, что проект объединит не только производителей плодово-ягодных культур, но также декоративных растений, цветов и даже владельцев питомников для разведения животных.